Дорогие друзья, сегодня мы будем заниматься охраной своего дома, своего пространства по русским традициям. В руках у меня это необычная такая кукла, которая должна быть в каждом доме. Ну, во всяком случае, у наших русских граждан. Да. Это оберег, это талисман семьи, рода. Он привносит в наш дом все то хорошее, что есть в этой семье, и оберегает семью от всяческих напастей, невзгод, болезней. Сглаза Да. и всего остального. Вот. И эта кукла, как она называется, сегодня нам обо всем об этом расскажет и покажет, как выполнить вот такую куклу, изготовить своими руками наша гостья нашего канала, телеканала Якутия-24, Анна Подобашева. Анна, здравствуйте. 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 Я к вам с такой куклой. Это кукла оберег, который на Руси с древних времен наши деды, прадеды, все это осенняя кукла. Называется она зерновушечка, зерновушечка или крупиничка. Такую куклу делали осенью, когда собирали урожай, сушили зерно. Она служила оберегом сытой жизни в доме. Чем больше была зерновушечка, тем больше было хлеба в семье, в роду, потому что жили бабушки, дедушки все вместе. Такую куклу делала женщина старшая, которая садилась перед лучиной или перед свечой. И мужчины не имели права заходить в светлицу там, где делалась эта кукла. Они никакого участия не принимали, потому что берегиней семьи является женщина. Эту куклу набивали рожью, гречей, рисом, неважно чем. С этой куклы брали запас. И первое зерно, которое селилось на полях, было вот из этой куклы. И если куклу не починали, значит, семья пережила зиму очень хорошо, если она была не начатая. А если был хлеб, значит, было здоровье, были силы для того, чтобы посадить и посеять эти поля заново. Она такая, одета в руссконародную одежду, у нее соблюдены все правила, она с поясом, с платочком и со всем остальным. Я хочу вам показать, как сделать эту куклу. Ее ставили под образа, называется «в красный угол». И вот люди молились и заодно наделяли эту куклу всеми качествами, чтобы хлеб рос, чтобы год был урожайный и все такое. Сегодня я... А вот в современных условиях, вот не все же мы, как говорится, выращиваем хлеб сами. Не все. Она идет берегиней дома. Она привлекает благополучие в дом. У нее свойства те, что она оберегает семью, скрепляет ее, потому что все собираются за столом. А обычно ее ставят на кухне. В укромное местечко какое-то? Правой рукой Так. в правый угол. Вот. То есть такой почетный правый угол, она должна быть закрыта или нет? Она должна смотреть, как говорится, она должна смотреть, она безликая. На все, что происходит. Эти куколки делаются безликими, и в нее тот человек, который сделал, вкладывает свою душу. И вот получается, что она с теплом, а безликий, без глаз, без рта, без ничего, она делается для того, чтобы ничего плохого в нее не поселилось. Понятно. То есть как бы вообще же вот эта вот история, что в каждой, не то что семье, в каждом доме вот имеется свой домовой. Это как бы что-то... Это связано все во всех культурах, во всех народах есть тряпичные куклы. Они могут быть разными, но они есть, потому что я когда приехала сюда, я очень много изучала якутскую культуру. И есть куклы тряпичные и вот в якутской, и даже в венской шьют с клювами вместо головы и все остальное. Очень такое интересное все это. В каждой семье
Ну, для Любого благополучия. народа есть Любого свой народа. божок, да? Любого. Именно родовой, семейный. Да. Ну да. и в русской культуре это вот кукла Крупиничка. Их много. Кукла-крупиничка, кукла-веснянка. Ее делают весной, перед Пасхой и все остальное. Очень много. А сохраняют ее потом как? До следующей До Пасхи? следующей Пасхи. А потом потом ее сжигают в костре. В Вместе, когда вот жгут масленицу, вот на масленицу ее жгут вместе со всем. Она уходят болезни, уходят Неприятности неприятности, весь негатив, который вот они впитывают. Даже когда болели дети, получается, веснянку клали детям в люлечку для того, чтобы она забрала все, что ребенку, весь негатив мешает, и все остальное. да, и болезнь Да. практически, да? Да. Здорово. А где вы учились? Я приехала из такого города, город Томск. Я сибирячка. Я сюда приехала 16 лет назад. Я училась в училище номер 14. Я портной широкого профиля. Вот я как бы шью я давно, 22 года. Поэтому шью все. Мне очень нравится. Я собираю якутские украшения, я шью руссконародные костюмы. Такого сарафана. Сами всё. шили, да? Да. Чудесный костюм, чудесный наряд. Ну что, приступим? Да, я хочу рассказать. Прежде чем мы приступим, я расскажу маленечко. Все тряпицы, которые использовались для куклы, они чаще всего использовались с пошива, оставшиеся ткани с пошива одежды семьи. Это придает большую силу этой куклы. Для того, чтобы нам начать, нужно мешочек. Мы будем шить мешочек Для крупы. для крупы. Вот она внутри, получается, в ней крупа. Но она такая тяжеленькая. Она тяжеленькая, да. Чем больше и тяжелее кукла, тем лучше. Считается, что богатство и все. Не каждый мог раньше. Ну вот с этим совсем. Может быть, это сейчас маленько не так делается. Раньше ткани не резались ножницами, не использовалась иголка, потому что говорилось, чтобы не резалось и не кололось. Но сейчас все используют это, я не исключение. Ну, то есть, чтобы это эстетично было, да, Куколка красиво. вообще делается на глазок. Я покажу, как это все примеряется. Никаких выкроек не нужно. Это очень хорошо делают дети. Я очень долго занималась с детьми. Я с Табаги приехала. У нас там есть Дом культуры «Кедр». Вот там я занималась с детьми моторикой. Все искусство, вот прикладное искусство у меня шло. Ребятишки, очень люблю детей, очень люблю с ними заниматься. От них столько тепла. Ну вот мешочек зашиваем назад иголкой. Можно вообще наметать так в два стежка. Скажите, а у вас на родине вот сохранилась вот эта традиция, вот то, что вы сейчас нас обучаете? Да, у меня бабушка ткала ковры. И у меня вот получается, что очень много праздники проходят. Ивана Купала очень много. Недалеко от того места, где живет моя мама, сейчас есть даже деревня такая. Вот мы так прошили. Да. Вот Это у нас как рукавчик получился такой, да? Мешочек. Да. Сейчас мы больше ничего не прошиваем. Мы сейчас будем завязывать. Сантиметра 2 мы отступаем. Так. Очень плотненько так скручиваем. Берем очень крепкие нитки. А по цветам, кстати, цвета должны быть именно вот вы белую взяли ткань, да? Она может быть белая, она может быть вот такого цвета, телесного цвета. Ну, ближе к природным таким оттенкам. Да, лен такой, Ситец. это тельце, поэтому так же как кожа Должна дышать. должна дышать.
Ну и получается внутри же у нас крупа, поэтому ей нужно, чтобы она дышала. Ну такая она тяжеленькая достаточно. Да, здесь мы... Вот видите, друзья, вот сейчас мы соорудили вот эту вот основную, да? По традициям мы обматываем 3 Основу раза куклы. Так. и обязательно завязываем на 3 узла. 3 узла в русских оберегах очень важно. А вот интересно, вы говорите 3 узла, да? Я когда шью, я машинально тоже стараюсь делать 3 именно узелочка. Это очень, Да. очень странно. Видимо, на генетическом уровне у Да. любого человека, видимо, да. Да. Это то есть как-то вот это вот. Ну, это же передается, Наше как бы, да. все равно Да. передается. То есть покрепче, чтобы это не рвалось, чтобы это не расползалось как-то, да? Вот какой-то такой. Вот это вот 3 узла и 3 раза обмотка, это как пояс женщины. 3 раза должен быть обмотан. Да. Пояс женщины – это самый большой оберег женщины, пояс. Так. В каждой культуре есть пояс, который обвязывается женщина. Это 3 круга, это защитные круги, которые могут быть у женщины. И платье, которое на ней, чем шире платье, чем больше женщина из земли получает энергии. Потому что женщина является сосудом. Вот, поэтому у нас холода-то какие, ого-го. Да. Не надо жалеть ткани. Да, да. На холода уходит почти 6 метров ткани. Да, 7 метров мы Ну шили. да, вот 6-7 метров сейчас делают маленько более приталено, там это, а так 6-7 метров уходит ткани. И вот чем больше... Так, вот так обвязали. Да, мы выворачиваем. Вовнутрь. Да, И вот у нас получилось, это будет низ. Да, это нашей будет куклы. донышко, где ножки. Расправляем все аккуратненько. Ну, сейчас мы будем заполнять это крупой. У нас сегодня греча. Это может быть горох, рис, пшено, неважно что, овес, ячмень. Можно смешать все крупы, которые... А можно там, допустим, заморские какие-то крупы? Или лучше пусть будет это наши? Можно. Сейчас можно. Сейчас... Ну, то есть мы вот практически планету, вот как-то я смотрела передачу какую-то, говорится о том, что все люди — это вот практически одна семья. То есть генетика настолько вся очень вот много перемешана. переплетений. Да. Сейчас в каждом человеке можно найти отклик другого Да, народа. гены столько Это расскажут, что даже, можно сказать, вам и не снилось. да. Так, не жалеем крупы, прям набиваем ее. Она должна быть очень плотная, очень такая колоритная, толстенькая должна Чтобы она быть. была такая устойчивая, вот уж стоять чтобы так она стоять. добротная крепкая. была, чтобы она была, чтобы на нее смотрели и думали, вот это достаток. Да. Вот мы набили Да, до вот прям ее прям вот так, плотненько. вот, прям плотненько, чтобы все зернышки одна к одной легла, чтобы вот прям потрогать, почувствовать, и вот прям крепко-крепко закручиваем. А вот закручиваем по часовой стрелке или не важно? По часовой, да? Часовой стрелке. Ну вообще все дела вот эти вот, даже когда мы замешиваем тесто, да, и всегда Это ход как-то жизни. машинально, да. То есть если я, допустим, тоже замечаю, что я что-то кручу, ой, не так. И то есть по часовой стрелке вот машинально уже как бы... Времени То есть нельзя действительно вспять. это как-то Вспять вот нельзя. заложено в нас, во Да. всех женщинах, Вот любой прям культуры. на 3 узела. Да, нельзя обернуть время вспять. Любой этнической принадлежности, хочу подчеркнуть. 3 раза обмотка идет на 3 узелочка. И вот прям ее нужно покатать. Для того, чтобы у нас сейчас мы будем формировать талию, голову. Для... Ну как вот в этом мешке сформировать талию? А вот сейчас я вам покажу. Красная нитка должна быть очень крепкая, потому что это идет дополнительный оберег. И обязательно красного цвета. Красного цвета. Вот. Вообще все преимущественно и в костюмах. Все костюмы делались красным цветом, потому что красный – это красивый. Мы формируем голову, вот это треть, 1/3. 1/3, вот прям, чтобы у нас Наши фигуры. выбираем лицо, вот прям Пока это формируем. мешочек. Да, Да, сейчас вот прям из мешочка. формируем самое красивое место. Шов остается сзади. Мы выбираем прям
красивое место, прям формируем, Мгм. вот, и перевязываем. Перевязываем Треть мешочка треть мешочка красным шнуром. красным шнурком, ну, нитью, шнурком, там, неважно, вот прям тугочка так. Вот мы 3 раза обматываем. Мы ее не обрезаем. Мы делаем крест-накрест Мгм. и обматываем, еще ей делаем талию. Мы делаем ей шею и талию. М. Получается вот крест. Это тоже является оберегом, который должен обязательно, в обереговой кукле обязательно должен присутствовать. И вот мы завязываем на 3 узла. 3 узла обязательно. Мгм. По А почему именно 3? Вот Бог любит Троицу, да, видимо, вот все корни отсюда? Да, вот Бог бережет до 3-го колена, говорят. Мгм. Поэтому вот 3 узла – это вот до 3-го колена в любой культуре. Ну да. Традиция. Вот у нас получается вот такая. Мы еще ее сейчас постучим, всю ее помнем, лицо ей расправим. Вот. С тельцем мы закончили. Сейчас мы будем ее одевать. Да. Это самое завораживающее, что может быть. Для начала мы будем делать ей рубашку. Рубашка, как Вот, и- очень много как и здесь всё у вас остальное. Да. лоскутков. Да, потому что идет внутренняя рубашка, это вот такая рубашка. Ну, из холста, из холстины, да? Холст, лен, это может быть ХБ, может быть там ситец и все остальное. Но вот я люблю вот прям, оно вот прям тоненькое, как тканая, прям видно, что оно тканая. Ну, у японцев, конечно, это будет шелк, а в нашем случае все-таки это... И шелк можно, И потому шелк тоже что были все северные пути, там южные пути, где привозились ткани, и люди меняли на мех. Мы прям отмеряем прям по куколке, оборачивая ее. Прям оборачивая. Вот, прям примерку. Прям примерку. Они не кроются по лекалам каким-то, потому что очень... Кстати, вот к этой кукле не допускались раньше дети, девочки, до 12 лет. После 12 лет вот девочек садили, и бабушка старшая самая учила. Пели песни при этом. Там, примеряем. Сейчас я... Вот она прям должна быть по донышку. Вот сейчас мы... Срез будет сзади. Мы его будем прятать, чтобы все было аккуратненько. Вот и теперь мы берем крепкую ниточку. А вообще они все идут мотанки. Вот их еще так называют, мотанки. Поэтому ничего, в наряде ничего не шьется, чтобы не кололось и не резалось. На 3 узелка. И вот так опускается. Вот у нас получилась рубашечка, да? Получилась у нас рубашечка. Нижняя. Нижняя рубашечка. Сорочка. Сорочка. Вот такая рубашечка. Дальше мы приступаем к верхнему. Юбка. Сарафан пришел в русскую культуру гораздо позже. Сначала были юбки, которые представляли из себя кусок ткани на завязке. Так же, как и фарточек, и все. Это потом уже пришло к нам культура сарафана гораздо позже. Она внутрь идет, срезом внутрь, и закрывается потом фарточком.
Мгм. То есть это вот верхняя юбочка наша, да? Верхняя юбочка. И будет еще сарафанчик. Нет, Не сарафан, а фартук. фарточки будут. Фарточки будут. То есть опять мы обматываем Да. ниточкой, делаем 3 узелочка. Да. Это прям такая завораживающая работа. Очень такая Медитативная. Да? Ну вот поэтому женщина и садилась и тихонечко, рассказывая сказки девочкам, рассказывая всю культуру и все остальное. Это же все при лучине было, потому что днем очень много работали. У нас получается юбочка готова. Теперь мы делаем ручки. Ну вот тоже светлая ткань, как рукава. Мы ее так аккуратненько закручиваем. Трубочку. Ручки. Ручки. То есть каждую ручку мы тоже отдельно, да, привязываем? В процессе сейчас мы будем привязывать. И вторую. И вторую ручку будем привязывать. Прям нужно будет спрятать. Ну вот на расстоянии, чтобы было одинаково, чтобы было видно ручки. Идет превращение, Ну, они, работа, да, именно куклы рождаются. да, рождение куклы. Рождаются куклы. Поправляем все. Все лишнее убираем, что нам не нужно. Чтобы ручки длинными не были. Вот сейчас мы будем делать фарточки, которые состоят из кружева. Обычно их делают 3. Также примеряем. Они делаются двойные. Один меньше другого. То есть как бы тройной фартук, да, получается? Из 3 тканей. Да. А почему 3? Оберег. Это же оберег, да, конечно. Да. Все в 3. Складываем друг на друга. Берем красную нить. Снова Это красная нить пояс. у нас. Это будет пояс. Пояс должен быть шерстяным, потому что, наверное, ни для кого не секрет, если болит рука, то нужно повязать красную нить. Шерстяную на руку. нить. Шерстяную красную нить. Это вот все. Облегчит сразу страдания. Так. Также 3 оборота должно быть. А еще сейчас вы как бы пояс подлиннее, да? Потому что здесь должно быть узелочек. 3 узелка или 1? 1 узелочек. Часто делают еще туда бусинки. Украшают. Украшают. Во всем есть украшения. Обязательно красный пояс, он должен быть длинный и должен опоясывать куклу вот 3 раза. Все, что кажется вам ненужным здесь, и чуть-чуть подрежем, для того, чтобы фарточки не лежали на земле. Вот так у нас получается. Мы почти в финале. Сейчас мы будем на голову делать украшения. Это тройное кружево должно быть. От 1 до 3. Это как некий кокошник, да? Да. Это получается, женщина, выходя замуж, должна была обязательно прятать волосы. Ну да. Вот. И чепец, который идет у нее на голове, она могла
выходить в нем только, ну, ходить в нем только дома. И на улицу было выходить стыдно. Ну, убрав волосы, нечесанно, не мыто, говорили. То есть только детям разрешалось? Вот, Девочкам. Девочкам. Когда девочка становилась девушкой, ей уже нельзя было этого делать. Уже прятались, либо заплеталась одна коса, она спускалась по позвоночнику, и это защищало ее. А женщина, которая родила ребенка, вышла замуж, она заплетала 2 косы для того, чтобы родить ребенка. И оберег коса была и для ребенка тоже. Особенно вот когда беременные ходили, обязательно заплетали 2 косы. Так, сейчас мы формируем платочек. Да? Платочек. Будет 2 платочка, которые одеваются по-разному. То есть треугольничек такой вырезаем. Да, треугольничек. Это мы все сюда аккуратненько придерживаем, прячем. Прям аккуратно. И уже платочек. И уже формируем платочек. Этот платочек у нас завязывается назад. Мы вот здесь вот аккуратно скручиваем краюшки. У лица. Да. Так. Вот это называется нижний платок. Вот мы его завязываем. Нижний платок. Смотрим лицо аккуратно. И завязываем основной платок, верхний. Верхний платок должен быть длинным, вот такой большой, чтобы нам хватило закрутить. И уже у лица. И уже у лица Вот так обернуть и повязать. завязать. Да. Вот и Вот такая у нас да. красавица. Здорово. Во благо вам. Здорово, да, как хорошо. Очень красивая кукла получилась. И все это можно сделать своими руками, Да. дорогие друзья. Это очень важно, потому что, ну, действительно, вот оберег, ну, вы же делаете для своей семьи, поэтому, соответственно, хозяйка должна изготовить такую куклу сама. Да. Ну, в каждой семье есть вот такие вот остатки, да, от шитья. То есть с материалом, я думаю, проблем в каждой семье наверняка, ну, не должно возникнуть. Да. Ну, Крупа тоже найдется, любая. Конечно, найдется. То есть буквально за 20 минут можно изготовить вот такую куклу-оберег. Конечно, нужно найти оберег, нужно найти время, да, как-то собраться с мыслями. Надо собраться с мыслями, нужно отпустить весь негатив, когда ты делаешь эту куклу, вложить в нее все свое тепло для себя, для своей семьи. Для своего рода. Да. Любите, уважайте свою семью, и все воздастся. Ну что, большое огромное спасибо, Аня, за вашу Пожалуйста. теплоту, за Спасибо, ваши что вы меня пожелания, позвали. за ваши умения и вот за эти умения, с которыми вы поделились с нами и с нашими телезрителями. Очень Попробуем? рада, что вы меня позвали. Будем шить.